Съезд тейпов Ингушетии сегодня направил в прокуратуру республики требования объективного расследования инцидента в Назране, во время которого были убиты 2 человека, в том числе активист Муслим Хашагульгов. Старейшины осудили акт властей по отношению к ингушской молодежи и решили объявить республиканский траур. Заявление силовиков, что погибшие, в том числе и Муслим, сами напали на бойцов Росгвардии, их при этом не смутили. Почему объявлен траур? Что будет дальше? У нас есть возможность спросить у одного из старейшин, Ахмета Барахоева. Он с нами на прямой связи. Ахмед, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда вы объявляли траур, какими соображениями вы и другие старейшины объявляли траур? Какими соображениями вы руководствовались? Какие могут быть соображения, когда безвинных людей уничтожают бессудно, нарушая Я правильно законы, понимаю, что это означает, что вы считаете их невинными? Если бы они были, по вашему мнению, в чем-то виноваты, то траур бы не объявлялся. Муслима я тоже знал. И многие сегодня на совете тейпов очень лестно отзывались, говорили, что Муслим хороший парень. Да, тяжелая судьба была у парня, он все-таки был умница, выучился, был юристом, значит, очень много благотворительностью занимался, помогал, значит, малоимущим слоям населения, оказывал юридические услуги, всегда был, как говорится, на подхвате любому помочь. И в силу того, что у нас очень большая безработица, ему приходилось подрабатывать, он охранником подрабатывал. Скажите, а ведь это не первый раз происходит, когда действия силовиков вам кажутся превышением, как минимум? По-моему, это уже система, уже вот как-то узаконилась, и получается так, что сначала приезжают, убивают, а потом оказывается, что они бандиты. Непонятно одно, почему, значит, было объявлено руководством Евкуровым, что с бандитизмом, с боевиками закончено, у нас порядок, мы живем в идиллии, у нас все хорошо, значит, и вдруг, когда им понадобилось, значит, бороться с так называемой, у них, они так называют, оппозицией, они уже находят средства уничтожать, убивать людей. Вы знаете, недавно прошел в соцсетях ролик, где он говорил, что 5-10 тысяч человек я убью, а остальные будут у меня пушистые, белые, беленькие, значит. Ну и, по-моему, отчет начался, и уже 2 человека убили. Не дай бог, чтобы это продолжалось дальше. Скажите, вы сейчас говорите очень серьезные слова. Вы, по сути, обвиняете, если я вас правильно понимаю, Юнусбека Евкурова в том, что власть республики убивает людей по политическим соображениям. Как вы думаете, я правильно вас понял? Я констатирую факты, которые есть в соцсетях, где он сам лично сидит и говорит... А как вы думаете, что он думает сейчас на самом деле? Он переживает из-за того, что случилось? Он знал о том, что будет происходить? Или это случилось без его воли и его решения? Ведь росгвардейцы были не из Ингушетии. Я думаю, что это его воля, что ему это надо, чтобы запугать всех митингующих, всю, значит, Комитет национального единства, который борется за права народа, за то, чтобы неправильно отторгнутые земли, значит, отменить это соглашение. Ну, видите, получается, как всегда, значит, власть имущие имеют право нарушать и закон, и Конституцию Республики. Ахмед, я сейчас один вопрос хочу задать. Я хочу нашим зрителям рассказать и ваше внимание обратить, что Юнусбек Евкуров объявил о начале некого расследования или разбирательства. Я сейчас боюсь ошибиться в точной юридической терминологии. Дадим возможность властям республики сказать и свою версию, и мы продолжим потом эту тему обсуждать. Но что мы точно можем сейчас выяснить, это, конечно, понять, что будет завтра, после того, что случилось, когда люди соберутся на памятный намаз. Как вы думаете? Что завтра может случиться? Мы скорбим о погибших наших детях. И мы сегодня были у родителей, выразили соболезнования, приняли участие, значит, и объявили траур, республиканский траур, значит, и завтра на джума намазе будем делать покойным
намаз, джаназа называется, намаз делать будем, дуа делать будем, молить. Но вы спокойны? Я имею в виду, что вы думаете, что сейчас вот жители республики будут сохранять спокойствие или у кого-то могут сдать нервы? Вы знаете, спокойствия уже нету, спокойствия как такового уже давно нету. А сейчас самая большая наша задача старейшин, чего мы сегодня добивались и договаривались, значит, обращение делали к молодежи, чтобы она вела себя спокойно, чтобы за рамки закона не выходили. Беспокоимся за молодежь свою. Спасибо большое. Спасибо, это очень важно. Спасибо, что вы это сказали. Завтра будем следить за тем, что будет происходить в Магасе, в столице Ингушетии. Ахмед Барахоев на связи со студией «Настоящего времени» был один из старейшин республики. Продолжаем тему.